arkadaşlar, Spül Уха Счастливый Куртус. Сегодня мы испытали день большого счастья, как будто Петр Васильевич Курбежеков Великий вернулся к нам. Он ожил. Его вот эту миссию великого сказителя ему была дана от самого Создателя. Что поразительно, я недавно читаю по интернету высказывание Всевышнего, узнала, что он говорит: я посылал к вам на землю сказителей, сказочников, чтобы вы не забывали, что не только есть горе, в котором вы живете, в Голгофе, в аду, но есть чудо, и верьте в чудо, оно все равно придет. И сегодня мы видим, действительно, Создатель делает все возможное, чтобы нас спасти. Мы бы уже погибли, но мы живем. И этому способствовало то, что было такое искусство у хакасского народа, который является тоже частью ариев. Как это не, казалось бы, неверно, трудно в это поверить, но Создатель говорит: все те, которые присоединились к русским, в них есть определенный процент, он называет, я его сейчас не помню, есть арийской крови. Это позволяет мне называть вас тоже арийцами. И арийцы пойдут впереди всего человечества, будут его поводырем. И все это скоро кончится, эта война, эти безобразия. И вот на примере жизни Курбежекова мы видим, что справедливость торжествует постепенно, эволюционно. И я очень счастлива, что у Петра Васильевича возрождение его имени началось с меня. Я приехала аспиранткой, это в 1966 году, к нему. Я когда приехала в Устинкино записать от него алтынары, чтобы написать диссертацию, он говорит: я вас ждал со дня на день. Он был ясновидящий. И я знал, что вы придете. Я знал, только не знал, в какой точно день. И вот мы с ним работали всего 2 недели. За 2 недели я записала его алтынары, его вариант и Айхучин. Вот чудо, что сегодня еще второе чудо, что родился новый сказитель нашего времени. Это Вячеслав Николаевич Кучеров. Это событие очень большого значения, потому что вот эти традиции, они ушли вместе со всеми сказителями, которых у нас не стало. Сказителей не сценических, а вот таких, которые как будто вот в юрте, вот эта большая юрта, и здесь перед нами сказитель. Он усвоил, Вячеслав Софьянович, до чего многогранно талантливый человек перед нами. Он и скульптор, он и художник, он и музыкант, и режиссер, постановщик танцев, ансамблей, объехавший весь мир. И вот он овладел искусством, высочайшим искусством исполнения эпоса, сказительским искусством. Он овладел вот этим монументальным искусством хакасского народа. Оно как бы вновь к нам возвращается. И я, несмотря на то, что не все очень хорошо слышу, вот, но я скажу, что у него дивная дикция, на которой строится весь его речитатив. И горловое пение чудное. Это все интонации он усвоил у Петра Васильевича. Они были такие разнообразностью, отличались. Все ученые, которые приезжали с российских областей, они обычно пишут, что
монотонное пение. Для того, кто сейчас слушает, и который слушал с детства, который уже привык, освоил это искусство, как слушатели, на уровне слушателя, видим, что это искусство не монотонное, а Петр Васильевич Курбижеков обогатил его еще чем? Он вскакивал и как артист показывал, как эти герои ходят, как они себя ведут, какая манера у них поведения. Это все было страшно интересно. Я встретилась с 4 слушателями его, которые в детстве его слушали. Они живут в Абакане сейчас. Вот. И они мне рассказали, что мы слушали его под столом. Ночи напролет не спали. Настолько он был великий сказитель, мы с ним рядом никого поставить не можем. Мы уже так, я не буду называть, чтобы не было обидно, но выше Петра Васильевича Курбижекова у нас сказителя не было. Я постепенно осваивала тот язык кызыльский, и что он сделал с языком? Если бы он чисто на кызыльском языке исполнял, то мы многое бы не понимали. Но он приблизил его к литературному, как исполнитель. Он был внештатным корреспондентом Хазылала, Ленчолы, и он обязательно работал над языком так, чтобы его могли понимать люди не только носители кызыльского диалекта, но и других диалектов. Он жил для народа. И героический эпос, что это такое? Это победа жизни над смертью. Это любовь к справедливости, к большим светлым делам, к добру. Что человек сильный живет для слабых. Человек не живет для себя. Вот о чем рассказывает героический эпос. Он живет для спасения всего народа. И этому он нас учит. От него, от этого исполнения идет такая энергетика мощная. Мощная энергетика добра, справедливости, храбрости, мужества. Я занимаюсь, вот мне часто говорят, как вы, Валентина Евгеньевна, вот не боязливый человек. А не боязливый я этого героического эпоса. Сколько я читаю, я этой энергии набралась. И мне действительно жить не страшно. Вот. И мне все время хочется делать добро. Мне все время хочется кого-то спасти, кому-то помочь встать на ноги. И вот я считаю, что тот, который слушает с детства героический эпос, тому в голову не придет мысли о суициде. Вот это искусство, сущность его, это история народа в масштабах героической идеализации. И нам надо это искусство беречь, высоко ценить, и почитать, и просто преклоняться перед ним. И не забывать, стараться не забывать. Спасибо вам. К сожалению, мало людей пришло, они еще не знают. Я поздравляю Вячеслава Николаевича с великой победой, что освоил и поэзию, и музыку, и речитатив. Манера речитатива такая разнообразная она, такая вот игра на чатхане очень интересная. Вот он многое уловил через Альбину Васильевну, многое уловил от того, каким живой Петр Васильевич исполнял. Я-то его слушал всего 2 недели, и все. И всю жизнь я стараюсь освоить его язык. Вы знаете, это самое трудное, может быть, в этом переводе, что надо было расшифровать слова эти. Вот возьмите «хасхархтых». Я спрашиваю, что такое «хасхархтых» у сказителей, которые были, более таких, не его уровня, его-то уже не было. Вот. Никто не знает, что такое. Я говорю, вы же в детстве слушали. Слушали, но мы не все знали, что это. Вот. И то
только через много лет почему работа такая длительная над этим, это перевод, это исследование. Я через много лет, прочитав многие произведения, уловила такую традицию хакасского исполнения. Они в устной речи сокращали некоторые слова. Хас-харахтыр – это слово хазар-харахтыр, с жестокими, вот есть богатыри с жестокими, свирепыми глазами. Вот что означает. Вот это все познание вот этого. Или вот хургун тавазы, кюлевще. Что такое хургун? Я у биологов узнавала, что такое у птицы хургун на крыле. Они никто не знает, ничего не знает. Но там, говорят, есть вот такой вот отросточек. И только сказители мне хорошо хакасские объяснили, что у птицы над крылом есть маленькое крылышко сверху, как бы прилипшее к нему. Но птица, если вот этот отросток издает вот это гудение. И когда, говорит, у птицы поврежден хургун, она летать не может. Вот понимаете, народ сам по себе очень большая ценность, драгоценность. Они, вот эти охотники ходят по лесам, они до тонкости знают звериные повадки, его строение, его привычку, вот как кричать и так далее. Это просто чудо. И нам надо очень уважать, любить друг друга. К этому призывает хакасский героический эпос Алтынымах. Спасибо. Я, Курбежекова Альбина Васильевна, выражаю благодарность Вячеславу Николаевичу Кученову. Выражаю благодарность всем, кто пришел на это эпическое произведение послушать. Я обычно не волнуюсь, но сейчас я очень сильно волнуюсь. У меня такие вибрации, меня трясет. Чадхан, вот эта мерная игра Чадхана, ритм Чадхана совпадает с ритмом дыхания нашей земли. Вот почему только в хакасском героическом эпосе описывается рождение земли, ну вот так, как вот у нас в эпосе описывается. Сейчас независимо разные ученые в разных государствах приходят к тому, что все-таки, например, Малышева говорит, что жизнь началась в Африке, а сейчас вот РЕН-ТВ слушаешь, общественное телевидение, ОТР России, и приходят к мысли, что все-таки жизнь начиналась на Саяно-Алтайском Нагорье. Отсюда народ появился и расходился. И в хакасском героическом эпосе, вот я когда-то была в научно-исследовательском институте, еще Гаврил Гаврилович Катажеков был жив. И вот как Высоцкий описывал Бермудский треугольник, а Бермудский треугольник не закрытый пух земли. В хакасском героическом эпосе вот сейчас даже прыгнул, значит, Шилбазн Мулаттынаты, спрыгнул Ахталега в реку, спрыгнул, превратился в щуку и потом... Или они прыгали вот в это Щеркиндыге в океане находился, и попадали оттуда, описываются наши богатыри в Африку, анда описывались Харамустар и прочие там люди темнокожие. И многие слова непонятны, да, вот я спасибо большое Валентине Евгеньевне. Ее слушать, это вот некоторые, может быть, считают скучно или много говорит, но она столько много знает, ее слушать, это вот только обогащать свои знания. Омрыга под постулум, омрыг, что такое, наверное, многим тоже непонятно. Омрыг, вот это вот ключица, омрыга под постулум, значит, ее одна коса, две косы вот не входили, вот такие толстые косы были. Омрыга под постулум, значит, с одной стороны и с другой. И зебешох вот здесь вот тоже было непонятно. И зебешох это значит сверхъестественные возможности и ума, и физические.
Пёгмежох — это значит совершенно бесстрашная. Очень я прям волнуюсь и выношу вот сердечную благодарность и низкий поклон Вячеславу Николаевичу Кученову. Это очень, во-первых, диалект, язык пусть не отличается, а диалект все равно отличается. Усвоить столько, он уже выучил айдолой полностью, это столько тысяч стихотворных строк, надо же выучить и усвоить. А вот эти Эли Хайшулар, хайджи, имеющие личных эпических духов, они рождались с этим. Но были и такие, которые, услышав, имея феноменальную память, запоминали тоже. Но это очень трудно. Исполнять эпос очень трудно. Сегодня мы маленькую допустили Вячеславу Николаевичу тяжело было маленько исполнять, потому что прежде чем исполнять эпос, обязательно надо было Иликсалага. А сейчас вот сидя, я немножко тоже, я не могу сказать, что я там что-то сильно понимаю, но кое-что знаю. Сегодня присутствовали и Хайэзы, и Намахэзы, и лично Петр Васильевич. Надо было, мы потом, когда Клара Ефимовна, спасибо, опомнились, Иликсалган слава, ну прилевлюсь, да? Троим надо было Елирге. Петру Васильевичу, Хаязина и Намахэзина. А я когда сидела, слушала, когда до меня это дошло, у меня началось такое вот сдавливание горла, как удушье. Вот немножко не хватило. А Слава, наверное, тоже чувствовал, да? Вот такой в горле. Ну вот я, поскольку из рода хайджи, поэтому вот это должно было достаться дар Петра Васильевича моему младшему брату Васе. Петр Васильевич знал, вот когда 107, говорят, алых тыгнамах, а Валериан Петрович еще записал, сын его, еще там я нашла 111, получается, те, которые у меня хранятся, эпические произведения, они в Хакнияле сдавались. Ну, Анна Герасимовна заставляла его переписывать несколько раз, а этого делать никогда нельзя было. Поэтому жизнь Валериана Петровича трагически оборвалась. Вот 110 или 11 алых тыгнамахов, это больше миллиона стихотворных строк, всегда были в полной боевой готовности. В любое время, в любом месте мог исполнять. И я что-то упускаю, хотела сказать. Ну, в общем, нам большое спасибо всем, кто... Здесь еще Зинаида Андреевна Чевтыкова, где она здесь была, сидит, здесь нет, начинала вот все вот это вот возрождение, айдолы это выпускать, и алых тыгнамах. Нашему народу надо возвращать вот это. Вот это самое великое искусство, Назина Андреевна, наконец-то руку показала, скромный очень человек. Возрождать нужно нам вот это вот наше, это наше самое дорогое, это наша древнейшая история. Это только хайджи сохранили до нас, память наша историческая в этих эпических произведениях. Потому что сейчас Валентина Евгеньевна говорила о Создателе, сейчас, когда все, и потепление, это и все связано, как говорил Создатель, и как в алых тыгнамахах все это было, и все это можно подчеркнуть. Жизнь нужно, жизнь человек должен жить по вот этим вот героям алых тыгнамахов. Также чистая, чтобы жизнь была, никаких дурных помыслов. Мы свою атмосферу, Землю, все галактическое пространство мы заражаем своими грязными мыслями, и не говоря уже о поступках. Даже незначительным словом друг друга оскорблять нельзя, потому что мысль материальна, а слово тем более. И сейчас настолько все ускоряется, век настолько ускоренный, моментально может сбываться. Но сбываться будет, а получать будет удар не тот человек, которому вы отправляли проклятие, а возвращаться в ваш род, вашим детям, вашим внукам. Поэтому нужно быть очень осторожными с этими словами. Валентине Евгеньевне большое спасибо и дай Бог ей здоровья.
Вот она, общаясь с героическим эпосом, действительно этой энергетикой напитана. У нее, посмотрите, какая речь, какая ясная память. И при полной вот памяти, ясном уме человек в ее возрасте уже ничего может не понимать, там забыл и родственников, и все. Я всем вам и нам желаю здоровья, желаю, чтобы наш героический эпос пополнялся. И я думаю, мы еще от Вячеслава Николаевича Кученова услышим полный вариант Айдолая от начала до конца, потому что это настолько интересное произведение, если читать от начала. Вот только сейчас Зинаида Андреевна выпустила Айдолай, но, по-моему, в свободной продаже их не будет. Детям, Ну, пересдавали, да, вместе. Ну, знаю, что вот начинала Зинаида Андреевна, и вы вместе там, в общем, большой труд она вложила, и все это дело хорошо сдвинулось и пошло. Ну, вот не будет же этих книг, в продаже же нет. Нету, да? 200 экземпляров, ну видите, да, раздали, я тогда помню, в Хакасской гимназии раздавали ребятишкам на конкурсе. Ну, в общем, больше затягивать не буду, всех очень-очень благодарю, а Славе Кученова земной поклон просто за вот возрождение наших традиций, за возрождение нашего всего самого ценного, самого родного. Здесь вот я принесла Айбуджин, он сказал, у него есть, но лишним не будет. Ну и тут еще одна моя книга. И здоровья, и удачи всем нам, и успехов, и славы творческих успехов. Алғыс болсын празднина кем келген күн, я мизақчым анаңандары күштіліз эдек көндірігі алтын мұқтың кейбірін. Я думаю, что мы также молодые наши зажгутся этим и будут еще лучше исполнять, чем мы сейчас исполняем. И сильнее это будет, потому что действительно искусство Алтуна Маха, эпоса, оно самое крупное, наверное, в хакасской музыкальной культуре. И я думаю, что надеюсь на то, что молодежь еще будет крепче и сильнее. Спасибо всем, кто пришел. Ну, дальше будем продолжать эту тему. Возможно, в деревне поедем. Пусть будет там 3-5 человек, неважно. Но будем исполнять этот эпос там, те, кто будет приходить. Поэтому мне говорили, что народ не придет на эпос. Я понимаю, я как бы конкретно к этому я знал, что действительно на сегодняшний день очень мало людей, которые слышали эпос вживую, понимаете? Даже я не слышал. Я просто в детстве, когда жил у бабушки, в 6 часов утра играл гимн Советского Союза, а после него ханджи передавали, да, там. И вот бабушка меня будила, и вот садила рядом, и вот я так был зол на нее все время, что вот она вот заставляет меня слушать. Вот. И вот, видимо, это впиталось немножко, вот, и тянет. Спасибо всем, кто пришел. Аллах способ.